Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Полицейские по горячим следам раскрыли грабеж в городе Якутске. О преступлении рассказала потерпевшая, 37-летняя местная жительница. Когда она возвращалась домой, на нее напал неизвестный мужчина. Он отобрал пакет, в котором находились бутылки с алкоголем, и убежал. Женщина попыталась самостоятельно его догнать, но не смогла и обратилась за помощью в полицию. Сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам обнаружили похожего по приметам мужчину. Им оказался подозреваемый, ранее судимый за разбой 42-летний житель столицы. При нем была обнаружена часть похищенного. Выяснилось, что подозреваемый приметил женщину, когда она выходила из магазина. Пошел за ней следом и совершил грабеж. К моменту задержания он уже успел выпить одну бутылку. 62-летний мужчина стал очередной жертвой мошенников. Жителю Нербинского района позвонил мужчина, который представился сотрудником безопасности банка и предупредил, что неизвестные пытаются снять деньги с его банковской карты. И чтобы предотвратить данную операцию, ему срочно нужно назвать номер карты, CVV-код и кодовое слово. Потерпевший поверил звонившему и продиктовал требуемые сведения и завершил разговор. Вечером ему снова позвонили якобы со службы безопасности, и лжесотрудник банка сообщил, что им удалось предотвратить несанкционированное снятие денег, и теперь для восстановления карты их клиенту необходимо назвать данные карты другого банка, а также код подтверждения операции, что и сделал потерпевший. Сразу после завершения разговора он обнаружил, что с этой карты было снято более 34 тысяч рублей, а с другой более 6,5 тысяч рублей. В общей сумме мошенники похитили у мужчины более 40 тысяч рублей. Полицейские города Мирного установили подозреваемого в краже золотого кольца. Потерпевшая местная жительница оценила ущерб в 4000 рублей. Подозреваемым оказался ранее судимый за аналогичное преступление 27-летний уроженец Самарской области. Накануне потерпевшая и подозреваемые распивали спиртные напитки. К концу застолья женщина заснула. Тогда подозреваемый решил воспользоваться сложившейся ситуацией и, сняв с ее пальца золотое кольцо, скрылся. Преступнику грозит до 2 лет лишения свободы. Компания Bayer проиграла третий подряд поданный против нее иск, связанный с возможным канцерогенным действием производимого ей гербицида Roundup. Суд постановил, что фармацевтический гигант должен выплатить пожилой паре из Калифорнии свыше 2 миллиардов долларов, рассказывает Артем Сторонов. 2 миллиарда долларов. Именно столько, согласно решению Калифорнийского суда присяжных, компания Bayer обязана будет выплатить Алве и Альберте Пийот. Истцы утверждают, что после многолетнего использования производимого фармацевтическим гигантом гербицида Roundup у них диагностировали неходжкинскую лимфому. По словам Пийодов, Bayer нигде не указал, что входящий в состав вещества глифосат может вызывать рак. Суд согласился с их словами, признал компанию виновной в халатности и постановил, что она обязана выплатить паре 55 миллионов долларов компенсации и 2 миллиарда долларов штрафа. Это уже третий подряд связанный с Раундапом иск, проигранный фармацевтическим гигантом с августа прошлого года. А сумма назначенного штрафа самая крупная. Представители Bayer назвали ее чрезмерной и неоправданной и заявили, что будут обжаловать решение. 2 предыдущих дела сейчас также находятся на апелляции. В компании отрицают, что их гербицид может вызывать рак. Они ссылаются на многочисленные научные исследования и постановления надзорных органов ряда стран, которые признают, что глифосат не обладает канцерогенным действием. А истцы, по их словам, имеют длинную историю заболеваний, которые могут вызывать лимфому. Тем не менее, с тех пор, как Bayer проиграл первое дело, его акции значительно упали в цене, а рыночная стоимость компании снизилась более чем на 30 миллиардов долларов. Сейчас против гиганта подано уже свыше 13 тысяч исков, связанных с канцерогенным действием Раундапа. Рассмотрение следующего дела пройдет в августе этого года, причем впервые за пределами Калифорнии, в штате Миссури. 4 полицейских погибли в пакистанском городе Кветта. Это второе нападение на стражей порядка в стране с начала Рамадана, рассказывает Никита Конев. Самодельная бомба взорвалась возле мечети в городе Кветта на западе Пакистана. В результате погибли 4 человека, еще 11 пострадали. По данным властей, устройство было закреплено на мотоцикле и сработало, когда рядом с ним остановились полицейские машины. Все жертвы – сотрудники сил правопорядка. Ответственность за случившееся взяли на себя пакистанские талибы. Меньше недели назад они организовали атаку в Лахоре. Тогда целью смертника также стали полицейские. В списке погибших 10 человек, пострадавших 30. В последние дни в Пакистане усилили меры безопасности. Начался месяц Рамадан, священный для мусульман. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.